Расследование и профилактика преступлений. Криминогенную обстановку в регионе обсудили Махмуд Али Калиматов и Андрей Коновод. Наша главная задача – это чтобы максимально обеспечить такое сотрудничество, чтобы дети получали в нашем центре большой объем помощи. Национальный исследовательский центр детской онкологии и детская республиканская больница подписали договор о сотрудничестве. У нас небольшое сообщество туристическое, и сейчас очень важно масштабировать этот процесс. Развитие туризма и продвижение бизнеса. В Ингушетии планируют создать ассоциацию туристического кластера республики. У нас тут внутреннее платье, верхняя накидка, кисет и шапочка. Два парных национальных костюма пополнили коллекцию Музея изобразительных искусств Ингушетии. Интервью модельера в этом выпуске. То, что у нас пандемия, долгое время не боролись, и я принял на себя ответственность допустить абсолютно всех. Завтра во Дворце спорта «Амагаз» стартует чемпионат СКФО по дзюдо. Спортсмены прибыли в регион и прошли процедуру взвешивания. На телеканале «Ингушетия» новости 24. Здравствуйте. Сегодня в Магасе состоялась встреча главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова с руководителем Следственного управления Следственного комитета России по республике Андреем Коноводом. В ходе беседы обсуждались вопросы расследования преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, незаконного отчуждения земельных участков, должностных преступлений и преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса, преступлений коррупционной направленности. Особое внимание уделили вопросам профилактики преступлений, в том числе путем организации эффективной работы органов местного самоуправления и органов исполнительной власти республики, а также вопросам возмещения причиненного ущерба. Глава республики высказал пожелание о его информировании относительно выявленных в ходе расследования уголовных дел, причинах и условиях, способствовавших совершению преступлений в органах государственной власти и местного самоуправления для принятия эффективных управленческих решений и пожелал Андрею Коноводу успеха в работе. В свою очередь, руководитель Следственного управления заверил главу Ингушетии, что его пожелание будет исполняться в обязательном порядке. Центр управления регионом открыли сегодня в Магасе. Его основная задача – анализ обращений и сообщений, которые поступают от жителей в различные ведомства и госучреждения через традиционные каналы, социальные сети, а также через платформу обратной связи. В церемонии открытия центра принял участие первый вице-премьер республики Микаил Илезов. В рабочую группу центра вошли действующие сотрудники различных министерств и ведомств, курирующих все сферы жизни. Напомню, в январе текущего года президент России Владимир Путин поручил правительству России и губернаторам создать в субъектах ЦУРы. К концу года центры появятся во всех регионах страны. Национальный исследовательский центр детской онкологии имени Блохина и детская республиканская клиническая больница подписали договор о сотрудничестве. Напомню, врачи из Москвы прибыли в регион накануне. В рамках двухдневной программы визита специалисты успели изучить истории болезней маленьких пациентов и на семинаре поделиться опытом с ингушскими коллегами. Хава Гагиева продолжит. Тоже от лица нашего центра, уполномочивших нас директоров нашего центра, нашего института. Давайте, наверное, мы подпишем тогда. Давайте. Документ подписан, планы и цели намечены, начало плодотворной работы положено, обмен многолетним опытом, возможности современных технологий и новые достижения в здравоохранении. С этого дня горизонты для ингушских и столичных медиков лечения детской онкологии расширяются. В рамках совместного такого осмотра пациентов завязались контакты, и сейчас все мы будем на связи и будем практически каждого пациента обсуждать, особенно тяжелые случаи, которые иногда требуют участия не только нашего центра, но и других клиник страны. Но наша главная задача – это чтобы максимально обеспечить такое сотрудничество, чтобы дети получали в нашем центре большой объем помощи, а
часть пациентов под нашим руководством лечились здесь, в гостеприимной детской республиканской клинической больнице. По данным медстатистики, ежегодно в мире 200 тысяч детей заболевают раком. За последние 15 лет число больных в возрасте от года до 18 лет выросло на 20%, и эти цифры постепенно растут. В республике этот показатель на 100 тысяч населения детской онкологией заболевает 12 человек. Договор дает ряд преимуществ в плане онлайн-консультации, в плане онлайн-ведения больного. Также ребенок намного быстрее будет уже направлен в федеральный центр. То есть это очень большая помощь нам в этом договоре. А сразу после лекции от столичных медиков. Порядка 20 врачей разных специальностей. Хирурги, офтальмологи, терапевты и педиатры. К слову, именно на последних ложится самая главная задача. Важно не пропустить зачатника недуга. Специалисты подробно объясняют, как на ранних стадиях выявить онкозаболевание. Если вовремя поставить диагноз, он не будет звучать для ребенка как приговор. Казалось бы, это такая ситуация, связанная абсолютно со взрослыми, потому что есть информация о том, что в Азии с Эпштейн-Бар связан рак носоглотки и так далее. Но у нас были случаи, когда детки, заболевшие Эпштейн-Бар, у них возникала лимфома, то есть лимфопролиферативное заболевание и ряд других опухолевых расстройств. Наследственная предрасположенность, воздействие радиации, вредная пища или плохая экология. Причины большинства опухолей до сих пор остаются невыявленными. Среди редких заболеваний особую группу представляет опухоль глаз. Эту тему в своем докладе поднимает и офтальмолог Татьяна Ушакова. Нормальные зрачки при фотографировании, они красного цвета. Поэтому наша самая первая рекомендация для всех родителей, имеющих маленьких детей: чаще фотографируйте своих детей с близкого расстояния, делайте портретные фотографии. Сначала, в общем-то, вы обеспечите большой архив для детей, и потом во взрослом состоянии будет всегда интересно эти фотографии рассматривать. А с другой стороны, вы можете обеспечить диагностику очень коварного заболевания и вовремя обратиться с этой фотографией к врачу. И благодаря этому можно будет спасти ребенку зрительные функции и жизнь, что немаловажно. Чтобы стать хорошим специалистом, мало просто окончить вуз. Медицина не стоит на месте, а значит, и знания нужно совершенствовать постоянно. Согласны с этими утверждениями сегодняшние участники. Хадижат Албакова признается, подобные семинары – незаменимый урок для наших медиков. Тем более, если есть возможность узнать о новых методах ранней диагностики выявления злокачественных опухолей, что называется, из первых уст. Лекция была очень информативная, доступным языком и очень понятливо. Нам определили акценты и точки, на которые, в общем, мы должны обращать внимание в целях выявления детей в нашей республике. Программа двухдневного визита врачей из медцентра Блохина подходит к концу, но это только начало тесного сотрудничества и обмена опытом между нашими и столичными медиками. Сегодняшний день – историческое событие для ингушских онкологов. Благодаря этому договору в будущем спасена не одна жизнь. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. В мире число заболевших коронавирусом перевалило за 52 миллиона. В стране за сутки снова выявлен рекордный показатель – 21 983 человека. Общее количество больных за все время приближается к 2 миллионам. В Ингушетии число выявленных больных также растет. Суточный прирост составил 71 случай. Всего заболевших, по официальным данным, 8184. Еще 3 человека умерло. В списке жертв ковида теперь 102 человека. Остановить распространение инфекции в наших руках. Для этого нужно придерживаться простых правил. Носить маску, соблюдать дистанцию под силу каждому. Но до сих пор многие пренебрегают элементарными мерами. Нарушители выявляют специалисты Роспотребнадзора. На этот раз с ними в рейд вышли инспекторы ГИБДД и сотрудники администрации Назрани. Об итогах проверки Микаил Тангиев. حتى ليش ستراف وجيش حاجة ودي تلا بيخو شو بحنسي شو предупреждать мы доит сюда حتى ولا حاجة
Не создавая проблем ни себе, ни окружающим, в очередной раз сотрудники Роспотребнадзора пытаются донести эту мысль до нарушителей. Забыл маску дома, она мне не поможет, я уже переболел, и другие отговорки не повод подвергать опасности свое и чужое здоровье. Уже все должны носить маски. Выходя из дома, уже штраф уже. Потом не говорите, что не предупреждали. Эпидемия идет, да, вы других заражаете, сами заражаетесь. Из-за пассажиров уже мы будем наказывать и водителей. Из-за того, что мы недовольны бываем, да, если нас не берет водитель без маски. Уже цену бег худца. Что пассажиры не соблюдают карантинные меры, что у водителей желание заработать преобладает над чувством ответственности. Многие ограничиваются объявлением на дверях и устной просьбой в салоне надеть маску. Не брать пассажиров без маски. Предупредить. Ну за них ответственность несете вы. 10-15 тысяч штраф еще. Штраф ми. Специалистов все же радуют рекомендации, многие соблюдают. Водители же, пассажиры соблюдают, да, и правильно? Да, водители обязательно. Медосмотр, маски дает, и давление есть, и чему объяснить, По закону водители имеют право отказать в перевозке, если пассажиры не соблюдают меры предосторожности. Особенно часто можно встретить молодежь, которые уверены в своем богатырском здоровье, при этом забывая, что они могут быть переносчиками инфекции и рискуют заразить других. Уже штраф 3000, 5000 штраф еще. Общественный транспорт, любой тикаешь, От рейда к рейду ситуация медленно, но меняется, отмечают специалисты. За это время удалось добиться профилактической дисциплины в госучреждениях, в торговых центрах, но по общественному транспорту предстоит еще много работы. Мы их предупреждаем, чтобы они хотя бы даже на остановках социальную дистанцию держали, в торговых точках, чтобы они вот именно эту социальную дистанцию держали. Вот некоторые даже говорят, на что защищает наша маска. Маска защищает. Если человек болен, то он уже рядом стоящего человека может защитить. С 22 октября в республике действует указ главы об обязательном соблюдении масочного режима в общественных местах. Принято также постановление главного санитарного врача России о мерах безопасности в условиях эпидобстановки. Ситуация с каждым днем все хуже, поэтому санкции к нарушителям по всей строгости закона. Игнорировать правила безопасности теперь и невыгодно. За нарушение масочного режима перевозчикам может грозить штраф до 300 тысяч рублей. В случае повторного нарушения они понесут ответственность вплоть до приостановки работы предприятия. Что касается пассажиров, то наказание здесь от 1 до 30 тысяч. Чтобы нарушители не расслаблялись, такие проверки будут проводиться ежедневно. Михаил Тангиев, Адан Далаков, Новости 24. Новое покрытие, дорожные знаки, разметки и освещение. 19 дорог протяженностью 75 километров реконструируют в регионе до конца года по нацпроекту. Сейчас строительные работы идут на участках Назрань, Средние Чулуки, на улице Коммунальная в Назране. Подробности в сюжете нашего корреспондента. С самого утра, когда люди спешат на работу, а грохот строительной техники не нарушит покой жильцов, улица Коммунальная, специалисты Ингушавтодор приступают к масштабной реконструкции дорожного полотна. Участок дороги Назрань, Средние Чулки протяженностью почти 700 метров начали реконструировать еще неделю назад, потому как прежнее покрытие доставляло массу неудобств, рассказывает Исаф Аргиев. Перед асфальтированием обязательно засыпка и укатывание песчано-гравийной смеси толщиной 50 сантиметров. Это послужит долговечности дорожного покрытия. Потом делаем отметки, проектные отметки выставляем, досыпаем верхний слой, выравниваем автогрейдером, трамбуем. И уже в последующем кладем асфальтобетонное покрытие в 2 слоя. Из крупнозернистого асфальта нижний слой и мелкозернистый верхний слой. Дело близится к завершению. Следующий этап – укладка асфальта. Только можно ли это делать в преддверии зимних холодов? И не скажется ли это на качестве? До минус 5 градусов спокойно можем работать. Ну и в сухую погоду. То есть дождливую погоду мы работать в принципе не можем. Потому что основание, если один раз намочить, то уже появляются плывуны. Надо будет все это заново переделывать, выкапывать.
а это лишние расходы. Пока что погода позволяет. Нам, в принципе, здесь осталось работы на 4-5 дней. Я думаю, мы успеем. По плану здесь установят дорожные знаки и разметки. Новое покрытие будет соответствовать всем параметрам высококлассного автобана. По этой же автомагистрали реконструкция ведется еще и в новом микрорайоне Альтиево. На отрезке протяженностью в 1700 метров уже укладывают асфальт. Как отмечают в Ингуш-Автодоре, сдать объект планируется к концу месяца. Проектом предусмотрено 3 слоя основания СПГС и 1 слой асфальтобетонного покрытия. Более того, предусмотрено пешеходные переходы, устройство светофорных объектов Т7, разметка из пластика, дорожные знаки и так далее, и так далее. Реконструкция этих и других участков ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К слову, это далеко не единственный дорожный проект, реализованный Ингуш-Автодором в этом году. Первый объект – подъезд к железнодорожной станции Слепцовская от федеральной трассы «Кавказ». Это вот в районе Сунжевского ДРСУ от федеральной трассы, это вот где был старый пост наш ДПС. Это один участок. Второй участок у нас Назрань-Грозный. Протяженность 4,5 километра. Там тротуары, бордюр, дорожная одежда, асфальт и так далее. Следующий объект у нас был Назрань-Гамурзиево. Тоже там полная реконструкция, асфальтобетон, основание, все необходимое обустройство. Потом следующий у нас объект шел по поручению главы республики Малгобек-Вежери. Следующий объект у нас подъезд к Барсуки. Вот сейчас мы там заканчиваем, устанавливаем знаки. Насколько мне известно, до конца года или вот до конца года мы должны начать работы на автомобильной дороге Назрань-Малгобек-Нижний Курб-Терек. Это вот, чтобы было понятно, за Малгобеком. Реконструкция этих объектов ведется с опережением графика, и 2020 год можно выделить как один из самых удачливых для автомобильных сетей республики. Зелимхан Кылоев, Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24. В Ингушетии планируют создать ассоциацию туристического кластера республики. Эту тему обсудили на встрече представителей бизнеса в сфере туризма. Авторы идеи видят в новом проекте несколько плюсов: развитие кластера с помощью увеличения турпотока и продвижения бизнеса. Чем еще привлекательно такое объединение, узнал Муслим Ганиев. За одним столом те, кто вносит посильный вклад в развитие туристической отрасли республики. Среди них руководители гостиничных комплексов, представители ассоциации ремесленников, гиды турмаршрутов региона. Комтуризма Ингушетии предлагает собравшимся создать ассоциацию туристического кластера республики. Цель одна – улучшить сферу туризма, тем самым наладить и усовершенствовать свой бизнес. Эта ассоциация давно ждала того, чтобы ее организовать. У нас небольшое сообщество туристическое, и сейчас очень важно масштабировать этот процесс. Чтобы масштабировать этот процесс, нужно его сделать, чтобы оно стало интересным для туристической отрасли. Для этого мы сейчас создали причину, чтобы туротрасль, это гостиничные дома, гостиницы, коллективные средства размещения, экскурсоводы друг друга услышали. Бизнес-ассоциация – один из примеров объединения предпринимателей для достижения общей цели. Их открытие говорит, что ее представители воспринимают друг друга не только как конкурентов, но и коллег, понимают общие цели и интересы, защищать которые проще сообща. Это также и площадка для общения, обмена мнениями, идеями и новостями. Организационную и юридическую часть в создании и работе ассоциации готов взять на себя Центр «Мой бизнес». Центр «Мой бизнес», размещая, получается, ассоциацию на своей базе, выполняет полностью аппаратные функции. То есть мы своего специалиста, который у нас курирует туризм и народные художественные промыслы, назначаем, получается, то есть его избирают руководителем этой ассоциации, то есть мы возлагаем на него эти обязанности от Центра «Мой бизнес», и, соответственно, он уже, получая зарплату без каких-либо расходов для самих предпринимателей, участников ассоциации, полностью координирует деятельность ассоциации. То есть на нем лежит обязанность по тому, чтобы видеть запросы предпринимателей и отвечать на них соответствующим предложением. Объединившись в ассоциацию, предприятия, особенно мелкие, становятся способны делать то, на что в одиночку у них не хватило бы ни сил, ни средств. А вводя общие для бизнеса правила, ассоциация будет учитывать интересы всех ее участников.
Мы понимаем необходимость консолидированного подхода к решению проблем туристической индустрии. И если у нас будет ассоциация в республике, мы сможем решать коллегиально все проблемы, с которыми мы сталкиваемся в повседневной туристической деятельности и которые нам сложно решать поодиночке. Например, у предпринимателей, в частности, вот именно этой отрасли, есть свои специфические проблемы. Взять, допустим, самую элементарную, это связанное с качеством сервиса. Мы можем организовывать, то есть наш специалист подготавливает соответствующее предложение, и мы, Центр «Мой бизнес», абсолютно бесплатно организовываем для предпринимателей соответствующие образовательные мероприятия для того, чтобы сотрудники субъекта МСП обучились тем или иным навыкам, которые им требуются для того, чтобы эффективно реализовывать свои коммерческие услуги. Услышали или нет участники друг друга, можно будет понять уже в ближайшем будущем. Свою следующую встречу они планируют провести ровно через неделю и более детально обсудить все вопросы. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24. Специалистов лифтового хозяйства готовят в Северокавказском топливно-энергетическом колледже. Курсы по данному направлению открыли еще в прошлом году по поручению главы республики из-за нехватки кадров в регионе. Всего профобучение в колледже проходит около 20 студентов. Адам Мережков расскажет. Человек, находящийся в кабине, знает, какой этаж проехал. Изучение основ эксплуатации лифтового оборудования – предмет трудный, но интересный. Студент третьего курса Ибрагим Илиев за 3 года учебы не пропустил ни одного занятия без уважительной причины. По его словам, профессия лифтер у нас в регионе востребована, и поэтому будущий специалист уверен, что будет трудоустроен. Хочу обучиться, узнать, как все работает, для чего она предназначена, чтобы помогать людям. Теория легкая, чем практика, потому что теорию ты можешь прочитать, там где-то что-то сказать, а на практику уже это бывает сложно. Надо же практиковаться этим, поэтому чуть-чуть сложнее практика. Всего профобучение по направлению лифтер в колледже проходят около 20 студентов. Кроме теоретических занятий, устройство и систему безопасности лифта они изучают и на практике под чутким руководством преподавателя электротехники Магомеда Арчакова. Своими знаниями делится охотно с молодым поколением. В связи с тем, что вот у нас в Ингушетии сейчас очень много высокоэтажных зданий, которые выше 6 этажей. В каждом доме, который выше 6 этажей, должен быть лифт. А у нас таких домов по республике очень много. Во всех зданиях, так, где положено по проекту, лифты поставлены. У нас обслуживание хромает. У нас нет специалиста по обслуживанию лифтов. Организовать профессиональные курсы по направлению лифтер решено еще в прошлом году по поручению главы республики Махмуда Али Калиматова. Теперь вопрос нехватки кадров по обслуживанию лифтового оборудования не должен возникнуть. Знаете, что у нас это направление очень болезненно в том плане, что мы вынуждены приглашать из других регионов специалистов по обслуживанию и ремонту лифтов. Вы знаете, что у нас в больницах, в многоэтажных домах постоянно лифты ломаются, и они требуют обслуживания и постоянного ремонта. Первый выпуск у нас был в прошлом году. Выпустили мы 13 человек, которые 4 из них работают в Таргим, в Магасе, и остальные работают в других организациях и ведут ремонт и обслуживание лифтов. Ну, в этом году мы со 2 ноября набрали еще одну группу по отбору, потому что отбор был желающих очень много. Мы провели отбор, и 16 человек сейчас у нас обучается в данный момент по этому направлению. Руководство СУЗа не без гордости называет колледж кузницей востребованных специалистов. Студенты, как будущие профессионалы со знанием своего дела, внесут свою лепту в обеспечение уютной и комфортной жизни для жителей. Адам Мережков, Магомед Дидигов, Новости 24.
Прием заявок для участия в первом республиканском конкурсе работ начинающих журналистов «Проба пера-2020» продлен до 1 декабря 2020 года. Организаторы конкурса добавили новую номинацию к 6 имеющимся. Это патриотическое воспитание в России и базовые ценности гражданской идентичности. Также к партнерам конкурса присоединилось ведущее государственное информационное агентство России ТАСС. Победители, помимо ценных призов, среди которых ноутбуки, планшеты и камера, получат возможность пройти обучение в уникальном образовательном центре Академии новостей ТАСС. Учебные программы Академии разрабатываются специально для сотрудников пиар-департаментов, пресс-служб, редакторов, контент-менеджеров и журналистов. Преподавателями Академии выступит Михаил Калмыков, это первый заместитель генерального директора ТАСС, также Юрий Родионов, директор программ новостной журналистики учебного центра ТАСС, Дарья Пинчилова, это заместитель главного редактора ТАСС, Николай Яковлев, руководитель пресс-центра ТАСС, а также руководитель студии инфографики ТАСС Алексей Новичков. По итогам обучения будет выдан сертификат нашим конкурсантам о повышении квалификации. И, наконец, также их ждет суперприз. Автор лучшей, по мнению жюри работы, вне зависимости от номинации, будет приглашен на стажировку в информационное агентство ТАСС. Напоминаю, что сроки приема заявок у нас до 1 декабря. Напомню, участвовать могут все желающие в возрасте до 35 лет, независимо от национальности, религиозной принадлежности и имеющегося опыта в журналистике. Работы представляются в 3 видах – текстовом, аудио и видеофайле. Они будут приниматься на русском и ингушском языках по 9 темам. Подробнее с каждой из них можно ознакомиться на официальной странице конкурса в соцсетях. 2 парных национальных костюма, мужской и женский, пополнили коллекцию Музея изобразительных искусств Ингушетии. Наряды ручной работы передала модельер Айна Инаркиева. Над ними они с сестрой трудились несколько недель. Они поделились секретом вышивания с Даной Плиевой. У нас тут внутреннее платье, верхняя накидка, кисет и шапочка. И это ручная работа. На создание одного такого костюма уходит недели. Шитьем национальных нарядов семья Айны Инаркиевой занимается уже 30 лет. Династия умелых мастериц, начало которой положила прабабушка. Следом занимательное дело подхватили бабушка и мама, а сейчас и она с сестрой. Для Инаркиевых традиционный ингушский костюм не просто наряд. Он олицетворяет собой одну из нитей культурного наследия, которое оставили наши предки. Наш национальный костюм, он скромный, подчеркивает красоту девушки, силуэт, вышивка сама, ручная работа. Мы вкладываем в каждый костюм, как сказать, энергию свою. Когда мы выезжали даже в Европу, в Италию, все восхищаются именно нашим костюмом. Пополнить музейный фонд своими изделиями они решили по просьбе работников культурного учреждения. Парные костюмы, мужской и женский, займут свое место рядом с другими национальными нарядами известных ингушских модельеров. И, как надеются сотрудники, после снятия всех ограничительных мер, они войдут в коллекцию их передвижных выставок. Именно традиционный костюм несет в себе эту культуру, и мы стараемся, чтобы в каждой экспозиции был как бы визитной карточкой нашей республики, нашего народа, всегда был парный традиционный наряд. И мы в своем музее, приобретая вот такие коллекции, дополняя предметные ряды реконструкции средневековых нарядов, традиционных нарядов, стараемся придерживаться именно этих направлений. Элегантность, строгость и изящество традиционного ингушского наряда отмечают даже в других странах мира. Но времена меняются, и мода тоже. И потому цель музея – сохранить и приумножить это наследие. Дана Плиева, Мэрбек Миржоев, Новости 24. Последние приготовления перед стартом первенства СКФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходят во Дворце спорта Магас. Участники уже приехали в регион. Помимо соблюдения всех правил, обязательное условие для спортсменов – медсправка, подтверждающая, что здоровы. И сегодня прошла традиционная церемония взвешивания. Взвешивание у нас проходит именно сегодня, в день приезда. Спортсмены из-за того, что, опять-таки, возвращаясь к тому, что у нас пандемия, долгое время не боролись, и я принял на себя ответственность допустить абсолютно всех. Всех тех, которые приехали с документами. А больных, докладываю, нету, которые болеют пандемией, все абсолютно буквально здоровы.
Напомню, первенство СКФО пройдет с 14 по 16 ноября. В первый день в схватках сойдутся свыше 200 спортсменов. Всего на турнир заявлено порядка 500 дзюдоистов. Насладиться зрелищными поединками можно будет на национальном канале или на площадке YouTube. Как посадить и вырастить дерево и что нужно знать о вредителях и сорняках. В Сунже специалисты регионального управления Россельхозцентра провели мастер-класс для юных агрономов. Таким образом, у детей развивают интерес к цветоводству и овощеводству. Амина Бокова продолжит. Место прививки открыто остается, и земля засыпается до корневой шейки. Юные агрономы, участники одноименного движения второй школы Сунжи, внимательно слушают наставника. Сегодня у ребят первое практическое занятие по посадке деревьев. Хава Султыгова хоть и не новичок в этом деле, но все равно волнуется. Перед тем, как опустить в землю саженцы, нужно подготовить почву и деревья к посадке. Прежде чем посадить ветку, надо в ямке сделать бугорок, а потом по ямке распределить эти корни на 16 сантиметров. Шейку оставляем снаружи и место для прививки тоже. Мастер-класс для ребят проводят специалисты Россельхозцентра. Это они инициаторы открытия кружка юных агрономов на базе школы. Наставники вместе с ребятами уже успели посадить овощи, цветы, но плодовые деревья сажают впервые. Черешня, яблоки и груша. Всего 5 деревьев. Но для первого мастер-класса больше и не нужно, считают специалисты Россельхозцентра. Ведь посадить дерево – это целая наука. Ямки для саженцев должны быть узкими и глубокими. А сами саженцы нужно посадить не низко и не высоко. Примять растение с землей нужно так, чтобы в лунке не осталось воздуха. Иначе корни засохнут и дерево погибнет. От теории к практике ребята приступают к посадке деревьев. Общее дело, считают в Россельхозцентре, объединяет детей и взрослых, дарит им новые впечатления, опыт, а младшему поколению прививает и любовь к труду. Целью создания уголка у нас было желание привить любовь детей к земле, к сельскому хозяйству, к труду вообще в целом. Многие дети у нас не знают, как работать с землей. Вообще не выходили в сад, ничего не делали. И вот чтобы вот у детей было какое-то вот знание хотя бы, минимальные познания в сельском хозяйстве, вообще в садоводстве, а потом, чтобы у них привить любовь к труду и понимать, вот что и как все это произрастает. Плюс ко всему мы хотим своим уголком, вот, работая с ними, мы хотим как бы найти для себя вот последователей, скажем так, вот, тех, кто завтра придет нам на смену нынешним специалистам Россельхозцентра. То есть тот, кто пойдет поступать в агротехнические, агрономические какие-то вузы именно осознанно и с желанием. Движение начинающих агрономов во второй сунжинской школе создали 2 года назад. Тогда сотрудники Россельхозцентра организовали в кабинете биологии уголок юных агрономов, чтобы повысить у детей интерес к цветоводству и овощеводству. Здесь разместили плакаты с информацией об основных сельхозкультурах, вредителях и сорняках, встречающихся на полях Ингушетии. Также ребятам предоставили пророщенные семена подсолнечника, яровых и озимых. Тут и специальная литература по селекции и семеноводству. В зимнее время высаживали с ними зеленый конвейер, там высевали лук, укроп, петрушку. И как бы их поделили на несколько команд. И кто как ухаживал, как вырастил. Мы сделали потом результат, оценили, какая группа лучше работала, дали им призы. А теперь, значит, встречались мы, считай, что каждый месяц раз. В Россельхозцентре считают, уголок и движение «Юные агрономы» поможет раскрыть потенциал детей и их индивидуальные способности. Впереди ребят ждет еще множество интересных и увлекательных акций. Амина Бокова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Ингушских студентов приглашают принять участие в школе молодых ученых, посвященной изучению речных систем. В формате видеотрансляции все желающие смогут узнать о негативном влиянии природных и техногенных процессов на состояние рек и способах решения проблемы. Мероприятие будет проводиться учеными географического факультета МГУ имени Ломоносова. В рамках программы с лекциями выступят эксперты из России, США, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов и Бразилии. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте организаторов до 25 ноября. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.